Спасибо, дорогие друзья, уважаемые единомышленники. После обеда наши ряды поредели, а тот, кто остался, мучительно борется со сном. И поэтому, если вы еще с нами, то я готов вам рассказать о тех результатах, которые мы достигли в части сокращения завоза дальнепровозного топлива, потому что в конечном итоге возобновляемая энергетика, реализация ее, она направлена на два основных момента. Первое – это сокращение завоза дорогостоящего топлива с целью повышения эффективности. И второй момент – это повышение все-таки уровня жизни для тех людей, коим эта возобновляемая и невозобновляемая энергетика необходима для физического существования, для насущных своих проблем. Вот на первом слайде здесь рассказана небольшая история акционерной компании «Якутскэнерго», входящей в холдинг РАО «Энергетические системы Востока». Я не буду говорить о схеме электроэнергетики Республики Саха-Якутия. Остановлюсь лишь на том, что «Якутскэнерго» является базовым энергетическим предприятием республики, которое прокачивает через себя все изменения в тарифном законодательстве, все аспекты юридического вопроса, связанного с оптовым рынком и розничным рынком энергии и мощности, которое производит, транспортирует, продает электрическую и тепловую энергию, а также осуществляет оперативно-диспетчерское управление на всей территории Республики Саха-Якутия. То есть мы, по хорошему счету, вертикально интегрированная энергокомпания, которые не так давно существовали на территории Российской Федерации. Здесь видно те общества и дочерние общества, которые входят в наш состав. Всего развитие энергетика осуществлялось исходя из потребностей экономики республики. Центральный энергорайон – это прежде всего основная доля проживающего населения на этой территории. Промышленности здесь немного. Здесь в основном сосредоточен административно-управленческий аппарат республики. И большая часть жителей – это практически, будем говорить так, 500 000 жителей республики из миллиона населения. Также здесь развито сельское хозяйство в центре. Западный энергорайон. Это энергорайон, связанный с алмазодобычей, сейчас нефтедобычей, развивающимся газодобычей. Это как раз таки развитие западного изолированного энергорайона, и здесь присутствует у нас гидрогенерация. Это западный энергорайон. Южный энергорайон республики – это добывающие компании по углю, по золоту, ну и также проживающее население. И четвертый, самый такой, будем говорить, экзотический энергорайон, это северный энергорайон, где как раз сосредоточена вся арктическая зона, прилегающая к побережью моря Лаптевых. То есть там, где как раз и необходимо внедрение возобновляемой энергетики. Дальше, пожалуйста. Вот здесь показан топливный баланс компании. И вот вы можете сказать, что 25% в целом это небольшая величина. Но если учесть то, что в составе акционерной компании «Якутскэнерго» есть гидроэлектростанция, то, естественно, 25% топливная составляющая – это достаточно большая величина. При том, что в изолированной зоне топливная составляющая составляет порядка 56,6%. И, естественно, это основное направление, на которое мы, начиная с 2001 года, уделяли большое внимание путем разработки различных мероприятий с целью сокращения завоза дорогостоящего дальнепривозного топлива. Вот здесь вкратце можно будет увидеть развитие схем поставки вот этого дизельного топлива. И дальше на следующих слайдах я покажу, как это топливо доставляется до мест назначения. То есть вот начиная с 2006, 2007, 2008 и так далее годов, я прошу нажимать потихонечку, расширялась зона централизованной поставки дизельного топлива. То есть изначально топливо доставлялось до пунктов государства через Государственный комитет по завозу грузов.
Далее эта функция была передана акционерной компании «Иркутскэнерго», и в силу того, что объем колоссален, мы не могли полностью обеспечить этот рынок и обеспечить этот завоз. Поэтому мы шли к этому поэтапно. И вот так по годам расширялась у нас зона доставки, причем здесь видны как раз зоны с завозом без ограничений, с завозом в ограниченный период, с зонами повышенного риска. То есть что такое зона повышенного риска? То есть это зона, где ты не знаешь, завезешь ты это топливо или не завезешь в этом году по ряду причин. То будь то суровые климатические условия, будь то мелеющие реки, или другие природные факторы. Поэтому, следующий слайд, пожалуйста. Поэтому мы обратили внимание как раз на это направление. Вот здесь показан цикл расхода дизельного топлива, завезенного в навигацию, по примеру 2012 года. Здесь схема завоза делится на завоз во время непосредственной навигации, завоз во время автозимника, перемещение без депонации во время навигации и перемещение на дизельной электростанции с депонацией во время автозимника. То есть схема достаточно сложная, но скажу просто. На отдельной дизельной станции топливо заводится в течение 2,5 лет. То есть с момента начального завода до конечного проходит 2,5 года. То есть это говорит о крайне сложной схеме завоза, что безусловно влияет на стоимость завозимого ресурса. И здесь вот на этом слайде как раз и видно динамика роста цен, динамика роста перекрестного субсидирования, а также для того, чтобы завести это топливо, динамика прироста кредитных ресурсов для его завоза. Необходимо отметить, что система перекрестного субсидирования, которая существует на сегодняшний день в Республике Саха-Якутия, она приводит к тому, что промышленные потребители, бюджет, а также и население платит за содержание северных энергорайонов, то есть северных дизельных электростанций, 4 рубля 82 копейки без налога на добавленную стоимость. То есть эта цифра очень большая. И в 2013 году сумма перекрестного субсидирования достигнет почти 4,9 миллиарда рублей, почти 5 миллиардов рублей. Дальше, пожалуйста. Для того, чтобы повысить эффективность, естественно, необходимо разработать мероприятия и их реализовать для того, чтобы снизить объемы завозного топлива. И вот 3 основных направления, которые мы для себя определили, и начиная с 2001 года, я считаю, успешно реализовывали и реализуем постоянно на сегодняшний день. Но в первую очередь мы решили для себя, что нужно построить линии электропередач от существующих централизованных источников. То есть от гидроэлектростанций, от ГРЭС, и тем самым уменьшить зону децентрализованного энергоснабжения. Второе. Это, назад, пожалуйста, вернитесь. Это строительство новых экономичных дизельных электростанций. Потому что население мы обязаны обеспечивать в любое время дня и ночи и промышленность с необходимым качеством электрической энергии. Поэтому строительство новых дизельных экономичных дизельных электростанций, оно обосновано. Ну и третье, это безусловно использование и строительство многофункциональных энергетических комплексов с использованием возобновляемых источников энергии. Под это были разработаны соответствующие программные мероприятия. С 2001 по 2009 год у нас существовала так называемая программа малой энергетики, которую мы успешно реализовали в целом. Далее ее сменила программа оптимизации локальной энергетики, которая подразумевала собой не только экономию топлива, но и повышение эффективности работающих дизельных электростанций. Далее была разработана программа энергосбережения компании на 2013-2016 год, которая включила в себя еще и одновременно повышение эффективности действующих, работающих централизованных источников энергоснабжения, и программа инновационного развития компании, которая включила в себя развитие и строительство возобновляемых источников энергии на территории Республики Саха-Якутия. Дальше. Вот результаты от более
сотни мероприятий, которые мы реализовали за этот период времени. Я остановлюсь только на двух них, которые, значит, позволили сэкономить в общей сложности 32 тысячи тонн дизельного топлива в год за счет строительства линий электропередач и внедрения массы мелких значит, мероприятий, начиная от перевода с дизельного топлива, перехода на нефть, значит, внедрение более эффективных дизельных агрегатов, внедрение, значит, солнечных батарей, внедрение, значит, ветродизельных комплексов, ну, и так далее, и так далее. Это только крупные мероприятия. Дальше. Вот по состоянию на сегодняшний день по этой программе внедрено более 50 автоматизированных дизельных электростанций. Значит, с применением экономичного оборудования, с участием, значит, с минимальным участием персонала в технологическом процессе. При этом сделана ставка на внедрение автоматизированных систем учета, потому что в первую очередь экономить можно то, что ты видишь, и то, что ты считаешь. Поэтому внедрение автоматизированной системы учета – это одна была из основных задач, которые мы реализовали. Там, где был газ в изолированных, значит, энергорайонах, мы установили газомегатурбинные станции, которые не только вырабатывали электрическую энергию, но и использовали утилизацию тепла, уходящих газов. То есть использовали принцип когенерации. Я вынужден уже... Да, я сейчас буквально минуту. Да, буквально минуту, значит, и закончу. Следующий слайд, пожалуйста. Возобновляемые источники в этот период времени, их не так много, не такой большой мощности, но это поселки Учугей, Батамай, значит, Дуговах и Кудыкёль, и станция, работающая на отходах древесины в поселке Есиль Галасского улуса. Следующий слайд. Вот результаты, которые мы достигли по снижению расходов дизельного топлива за счет внедрения этих мероприятий. Со 156 тысяч тонн дизельного топлива до 74,2, то есть более чем в 2 раза, за период начиная с 2001 по 2012 год. Вот эта задача, которая должна возобновляемая энергетика подхватить эстафетой в дальнейшем и продолжить дальнейшее снижение расходов дизельного топлива, значит, на период с 2013 по 2020-2025 года. И последний слайд. Как все выступающие говорили, что Республика Саха-Якутия обладает огромным потенциалом использования возобновляемых источников энергии, и это действительно так. Но я хотел бы отметить, что не нужно забывать, что возобновляемая энергетика, она может работать с базовыми действующими станциями. То есть либо это будет ветродизельный комплекс, либо это будет солнечная станция с использованием аккумуляторных батарей, опять же дизельных генераторов, либо это будет микрогэс с использованием дизельных станций. Уважаемые коллеги, потому что есть такая поговорка, что любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Солнце сегодня есть, завтра его нет. Вода, летом она есть, зимой она перемерзла. Значит, ветер тоже не постоянен. Поэтому это необходимо обязательно использовать. И еще на одном моменте я хотел бы остановиться. Мне понравился доклад Внешэкономбанка. Я сказал, что целью или принципами Внешэкономбанка не является извлечение прибыли. Вот я на этом хотел бы тоже остановиться, что не все измеряется только одними деньгами. Есть еще и понятие того, что те люди, которые живут на территории арктических улусов, в северных территориях, они также хотят жить качественно, хорошо, с использованием интернета и прочих благ цивилизации. Спасибо.